В Лос-Анджелесе завершился международный турнир по масс-рестлингу. На пьедестал почета вышли 15 победителей. Впервые в истории американского масс-рестлинга участниками стали и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Сразу два атлета. О соревнованиях и спортсменах более подробно в материале Айсены Бурнашовой. Чад Мэклин из Калифорнии – настоящий американский богатырь. В турнире по масс-рестлингу он боролся в супервысоком весе свыше 105 килограммов. Бывший футболист лишился ноги после неудачного спуска на горных лыжах. Но несмотря на резкий поворот судьбы, Чад не стал ограничивать себя. Наоборот, решил браться за все новое. Так в его жизнь пришел удивительный для Америки масс-рестлинг. Я добился успеха в стронгменге и в масс-рестлинге. Я соревновался в адаптивных видах спорта, выиграл мировой турнир Арнольда. Затем я начал соревноваться не в адаптивных видах и добился успеха и там. Это мой третий чемпионат по масс-рестлингу, и я выиграл каждый. Протез не помешал масс-рестлеру перетянуть палку на свою сторону. В этом турнире он занял первое место, опередив всех соперников. Всего в этот день помост объединил масс-рестлеров из разных штатов Америки и даже Пакистана. Турнир проходил с учетом всех коронавирусных ограничений. Мужчины боролись в трех весовых категориях до 90, до 105 и свыше 105 килограммов. Женщины в двух до 70 и выше. Настоящий класс показали опытные масс-рестлеры. Так, первое место среди женщин одержала Линдси Джоан Холл из Сакрамento. В 2018 году спортсменка даже была на родине масс-рестлинга в Якутии. Там она стала серебряным призером чемпионата мира. Я оптимист. Я думаю, что это очень веселый и дружный вид спорта. Он нас реально очень сближает. Я верю, что в моем родном городе Сакраменто у масс-рестлинга будет много последователей. Это моя цель. Якутск, всем привет! Из Калифорнии. Америка вступила в Международную федерацию масс-рестлинга 8 лет назад. С каждым годом за океаном увеличивается число последователей этого вида спорта. Турнир в Лос-Анджелесе открыл международную карту соревнований, отмечают федерации. Всего же в 2021 году планируется проведение 27 спортивных мероприятий международного уровня. Мы хотели поддержать всех атлетов мира тем, что мы стартуем этот год, как обычно, традиционно в марте. Это у нас ежегодно так проходит, поэтому мы решили именно провести в марте, именно в те даты, когда мы обычно стартуем. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Максим Кардозо, Лос-Анджелес.